Вывод бизнеса из тени, наличие уголка потребителей, обеспечение всех требований закона при трудоустройстве – главная цель рейда. Сотрудников администрации интересуют в первую очередь предприниматели, не вставшие на учет в налоговой службе. Сегодня цель не наказать, а предупредить. Налоговый орган. Писали, да? То есть вы, получается, на стадии оформления, да? Все, я понял. Хорошо. Здесь вот субъект предпринимательства обязывается уже наладить отношения с налоговой, поэтому я думаю, скоро у них будет патент. Как правило, основная причина – нежелание платить налоги. Отсутствие необходимых документов – нарушение самое распространенное. Впрочем, как и эти отговорки. Обычно нарушители ссылаются на неосведомленность или нехватку времени на оформление бумаг. Если некоторые предприниматели и консультанты идут навстречу, до других просто не дозвониться. К сожалению, номер не отвечает. не отвечают. Оставьте сообщение на автоответчик. Тогда давайте запишем, проведем проверку, соответствующий запрос сделаем в налоговый орган, будем выяснять, состоят они на учете или нет. Еще одним важным пунктом является нарушение непредоставления работникам социальных гарантий, а бюджету налоговых поступлений. Многие продавцы и сами не знают своих прав, ссылаются на родственные связи, как, например, в этом магазине, или по иным причинам не оформляют сотрудника согласно Трудовому кодексу. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, что предприниматели не изъявляют, нанимая сотрудников, заключить с ними трудовые отношения, то есть по договору. И, как правило, это устная договоренность, определение заработной платы. И, соответственно, это влияет на ситуацию со стажем, то есть определенными социальными отчислениями органы, то есть это пенсионный фонд, налоговый орган, и что влияет на будущее человека, то есть на назначение пенсии и других социальных выплат. Еще одна причина для проведения таких рейдов – мониторинг налогового потенциала района. Ведь от объема этих поступлений в бюджет зависит благосостояние республики в целом. Всем недобросовестным работодателям и коммерсантам выдается предписание об устранении нарушений. Отсутствие регистрации в налоговом органе предусматривает штраф от 500 до 2000 рублей. Это однократно, если у человека наказывают периодически, то это может быть чревато даже закрытием магазина до 90 дней. Важно, чтобы каждый субъект имел социальную ответственность и легализовывал свой бизнес, деятельность. Сегодня это не проблематично, ввиду того, что если предприниматель обратится в налоговую службу, для него проведут консультацию и, соответственно, определят наиболее выгодную систему налогообложения. Комиссия продолжит рейдовые мероприятия. На сегодняшний день город Сунжа на втором месте по развитию предпринимательской деятельности. Почти каждый день здесь открываются новые точки. И откладывать на завтра оформление документов не стоит. Хава Газикова, Хава Гагиева, Магомед Даскиев. Новости 24.